Здравствуйте, уважаемые зрители. Начинаем очередное обсуждение нашего короткого цикла анализа предвыборных программ кандидатов в президенты по самым важным, актуальным темам для нашей жизни. В прошлый раз мы обсуждали с экспертами отношение кандидатов в президенты к очень важному вопросу – это госустройство, Конституция и конституционная реформа. Сегодня у нас тоже наша дискуссия будет лежать в юридической плоскости, в политико-правовой, потому что мы решили посмотреть, проанализировать, как кандидаты в президенты и, возможно, там будущий глава государства среди них относятся к такой, просто чрезвычайно важной теме, как судебная реформа. Я вот в своем вступлении очень коротко всего лишь скажу, что вы все согласитесь, что судебная реформа – это, пожалуй, одна из самых важнейших проблем нашего государства и общества. Очень многие ставят ее выше всего, выше экономических проблем, выше международных отношений. Вот, пожалуй, только межнациональный мир и согласие и судебная справедливость. Вот, наверное, по большому счету, что жаждет все наше общество. И с удовольствием представляю наших сегодняшних экспертов. К сожалению, оказывается, забыли приготовить кюверты, но это вы все их знаете. Наша уважаемая Рита Карасартова, директор Института общественного анализа, и известный эксперт-аналитик Шарадил Бактыгулов, специалист в вопросах государственного управления. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Прежде чем перейти вот к нашей основной теме, я думаю, наверное, будет нужно и полезно совершить какой-то такой экскурс, ретроспективный взгляд, чтобы мы услышали ваши оценки о нынешнем состоянии судов, судебной реформы. И вот когда мы зафиксируем наше положение, в ваших точках зрения, то следующий вопрос как раз уже будет конкретно по программам кандидатов в президенты. Итак, вот первый вопрос, состояние, к чему мы подошли к сегодняшнему дню, что у нас вообще происходит в этой сфере судебных реформ, сколько плюсов, сколько минусов, такая вот оценка. Минут на 5, я думаю, нормально будет. Рита, начнем с вас, пожалуйста. Спасибо большое. Это на самом деле, вы правильно сказали, это одна из важных, фундаментальных вопросов, которыми должен заняться президент и, может быть, довести эту реформу до конца. Что же было сделано в рамках 2013-2017 год? Потому что именно на этот период была составлена государственная целевая программа развития судебной системы. Если взять общем, вы дали всего 5 минут, то на сегодняшний день можно сказать, что такой блок, как обновление судейского корпуса, он практически завершен. Сейчас, конечно, Совет по отбору судей, он продолжит свою работу, потому что каждый раз выбывают судьи, их становится меньше, и они все время добирают. Но когда они говорили, что мы все 100% поменяем и начнется новый виток каких-то изменений, он уже завершился. Можно сказать, что 55% отобранных судей – это абсолютно новые, которые вообще никогда в судебной системе не работали. Но, как мы сегодня видим, того чуда, которого мы ожидали от обновления судейского корпуса, оно не произошло. Еще одним таким немаловажным аспектом судебной реформы является, если мы говорим, что мы будем строить независимую судебную систему, является финансирование. По финансированию, мы недавно делали небольшой такой обзор и круглый стол, у нас получилось, что мы сделали, оказывается, 4 шага назад, и потом обратно 3,5 шага вперед. То есть те законы, которые у нас раньше были и защищали судебную систему, они были переложены в бюджетный кодекс, и пока мы принимали бюджетный кодекс, все 3 статьи, которые защищали бюджет судебной системы, они были почему-то ушли в никуда.
И через год, вот только в июле, по-моему, или в августе 2017 года уже в новый бюджетный кодекс внесли изменения, но даже то, что было до этого, до конца мы не смогли внести. Не говоря уже о том, что в 2013 году мы хотели сделать 3 шага вперед, и это были очень значительные шаги. Там такие были нормы, что нужно в рамках вот этого бюджета дать возможность самим судьям определять, что вот в законодательстве увековечить вот эти 2%, чтобы они стабильно уже были как нормой закона, чтобы они не просто были в указе, и чтобы не было спускания контрольных цифр. Этого всего не сделано, мы только смогли вернуть то, что у нас было, и то до конца не вернули. Что касается дисциплинарной комиссии, это вот получается вот 3 основных направления. Это как отбор осуществляется, как финансируется и как увольняются. По этим можно судить, идет ли реформа куда-то. Если говорить по дисциплинарной комиссии, то уже в течение года после референдума дисциплинарная комиссия практически не работает. И сейчас, согласно уже новой редакции вот той Конституции, которую мы поменяли в декабре 2016 года, сейчас формируется новая дисциплинарная комиссия. Но даже работа той дисциплинарной комиссии, которая вот показала после 2013 года, мы увидели, что в тех случаях, когда прокуратура выявляет до 20 нарушений заведомо такого неправильного решения, и чуть ли не, когда видят, что судья идет на подлог, ему берут и делают какое-то предупреждение, и он продолжает оставаться судьей. А есть случаи, когда судья там, просто оправдал, потому что он видит, что человек не совершал преступления. У нас, оказывается, если оправдывают, то это вот тебе будет какой-то вот, я не знаю, чистка, да, ему говорят, вот ты столько-то сделал оправданий, наверное, что-то ты от этого имел, и они должны дисциплинарные дела рассматривать, а они влезают в суть дела, в материальные, в другие нормы и начинают увольнять судей. Это как раз-таки говорит о том, что на сегодняшний день такая политическая зависимость судей просматривается на лицо. То есть, если ты выполняешь политические заказы, то тебя никакая дисциплинарная комиссия не уволит. Но если говорить, конечно, о положительных моментах, о них тоже нужно сказать, потому что не все так плохо. За этот период сделана огромная работа по инвентаризации законодательства. И по большому счету очень такие большие весомые кодексы, они уже приняты. Конечно, вступили в действие только небольшая их часть вот с июля. Уголовный кодекс, которого многие ждут, он вступит в 2019 году с 1 января, потому что такие концептуальные, такие фундаментальные моменты там изменены. И сказали, что до 2019 года нам нужно институционально и по многим параметрам обучить и подготовиться. Я думаю, что это тоже скажет, какие-то положительные моменты дадут. Идет улучшение инфраструктуры, начинают потихоньку там устанавливать вот в 4 судах полностью видеокамеры. И я думаю, что в недалеком будущем, если еще и пленум заработает, у нас все-таки появится такое вот как единообразная практика, тогда уже будет видно, кто отошел от такой правильной как бы дорожки, и что-то изменится. Но самое страшное, да, что происходит, это на сегодняшний день после изменения Конституции все должностные преступления передали органам безопасности, ГКНБ. И получается, что через ГКНБ президент, назначая главу этого ведомства, у него есть возможность как бы приструнить как исполнительную, так законодательную, так и судебную ветвь власти. С этого момента у нас система сдержек и противовесов была нарушена, и на сегодняшний день все 3 ветви власти будут делать ровно то, что будет спускаться с аппарата президента. Это самое страшное, что у нас сегодня происходит, и вот эти вот все сподвижки вперед, они заглушаются вот тем, что сегодня вот это вот баланс ветвей власти нарушен. И, конечно, очень хотелось, чтобы кто-то из кандидатов вот об этом сегодня говорил, но, к великому сожалению, последние дебаты, они показывают, что, и телевидение, которое готовит эти дебаты, они, задают вопрос. Представьте, 2 фаворита выходят на дебаты, а им задают вопрос, а что вы будете делать с образованием? Это абсолютно глупо и
смешно. Если кто-то посмотрит, они скажут, а что вопросами образования президент занимается. И от этого, конечно, вот важность вот таких обсуждений, она на сегодняшний день очень потребность высока, потому что народ хочет знать, а по каким критериям вообще выбирать кандидатов, потому что все обещают масло масляное, все там и кредиты, и прочие вещи, а вот эти вещи, они фундаментальные, и от них зависит, будем ли мы Ну, вот развиваться. как раз об этих обещаниях поговорим уже во время второго, да, вопроса. Шарадин, пожалуйста. Ну, вы знаете, когда я отсматривал, что происходит в судебной реформе, мне вот пришло на ум, ну, перефразировать песенку захотелось, да, у реформы есть начало, а реформе нет конца. Вот это касается нашей судебной реформы. И, соответственно, если мы говорим о том, что она идет, то получается, видите, каждый новый этап судебной реформы совпадает с очередным траншем получения денег на проведение судебной реформы. Поэтому у меня создалось все-таки впечатление, что не мы реформируем, а нам говорят, как мы должны реформировать судебную систему. И как показатель это, вот смотрите, успех или неуспех любой судебной реформы, он зависит от степени доверия граждан. Напомню, что Оскар Акаев, будучи президентом в свое время, озвучивал, что порядка 80% граждан не доверяют судебной системе. 2 года тому назад где-то президент Атамбаев сказал, что пора остановить судебный беспредел, да, и обозначил это как цель судебной реформы. И если вот опять посмотреть опросы, которые есть, существуют по разным индексам, да, то получается опять-таки суды занимают первое место по уровню недоверия среди населения. И поэтому, несмотря на то, что да, очень хорошо, что идет процесс принятия нового законодательства, какие-то происходят реформы, но мы стоим на месте. Вот кто несет ответственность, например, за то, что возбуждаются незаконные дела, да, выносят незаконные решения, не исполняют судебные решения. И это вот наша реальность, и с этим сталкивается каждый человек, да. И хозяйственные субъекты тоже с этим сталкиваются. Если посмотреть, например, адвоката, да, действительно у нас есть система видеофиксации судебного заседания, но ни один адвокат ни разу на сегодняшний день не получил отрезок видеозаписи, да? То есть в других судах это является диск. Нет, он записывается на диск, и да. А в других странах этот диск он приобщается к делу, да. А когда адвокат защиты идет, он хочет же посмотреть отрезок, да, что там было сказано, там, ну, это же состязательность сторон, да, вот, а ее нету. Вот, там как бы, ну, начинают отговорками, и адвокат не может защитить права, потому что нет ссылки, и он не становится частью дела. Вот, поэтому у нас очень много проблем. И, например, ну, я думаю, вот чуть дальше пойдем уже, когда по программе кандидатов пойдем, я просто хотел бы напомнить, что у нас действительно принято несколько хороших кодексов. Да? Это вот с января 2019 года, об этом Рита тоже говорила, это Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс. Да? И вот с июля этого года, в принципе, действует как раз ГПК, да? Гражданский процессуальный кодекс. Но опять-таки, вот смотрите, ГПК начал работать, и, например, вот другие кодексы начнут работать, много нареканий вызывает, например, уплата пошлины, госпошлины. Вот если я, например, риэлтор, черный риэлтор, заберу у вас квартиру, вы оцените, ну, скажем, $90 тысяч, да? Вот, вы обязаны будете заплатить в суд первой инстанции $9 тысяч, как истец, потом во вторую инстанцию $4,5 тысяч, Верховный суд еще $4,5 тысяч. Итого вы заплатите $18 тысяч, не имея того, что решение будет принято в вашу пользу. И вот подобная госпошлина, она играет на руку черным риэлторам. В свое время от этого мы отказались, но в новых кодексах это опять пришло. Это вот было много споров, дискуссий, но это то, что есть, да. Или, например, были вот попытки ввести иммунитет судейскому корпусу, да, но это тоже вот, сколько выходит незаконных решений, противоречащих законодательству решений. И за то, что судья вынес такое решение, он лишается ответственности. Хорошо, что, в принципе, депутаты додумались до этого и не голосовали за это, да, ну, то есть такой поправки нет. Поэтому, если суммировать, у нас проблем очень много в судебной системе, да, может быть, даже больше, чем в любой другой системе. Но мы же понимаем, судебная система – это и есть основа страны, основа государственности. И вот здесь хотелось бы, чтобы законодательство по суду, судопроизводству, исполнительным решениям, чтобы оно было консервативным.
Вот. До сегодняшнего дня наше законодательство, ну вот кодекс еще пока работает, да, оно базируется на массиве модельного законодательства СНГ. Вот, к нему уже привыкли, она более-менее работает. И вот почему я говорю, мы на новом этапе. Да, вот новый кодекс начнут, а такое впечатление, что мы не готовы с ними работать. Следователи не готовы с ними работать, адвокаты, гособвинения, судебный корпус и так далее, как применять те или иные нормы. Вот. И здесь мы получим тогда вот такую же ситуацию. Вот у нас по законодательству должны работать суды присяжных, а вот у нас, вот смотрите, трайбализм, запугать, все друг друга знают, да, и институт присяжных вообще не работает. Уже лет 7, да, хотя он уже должен, если не ошибаюсь, с 2014, да, по-моему, года должен был заработать. Не работает. Вот, потому что, да, норма есть хорошая, возможность реализации ее нет. То же самое касается, например, была идея там предварительный арест туда-сюда внести, да, но надо строить арестантские дома, да, денег нет, норма не работает, а потом от нее отказались. Вот. И поэтому, когда говорим о реформе, всегда надо не просто говорить о реформе, но и оценивать последствия. И вот здесь предлагаю перейти как раз к нашим кандидатам. Да. Ну, вот основная, конечно, часть нашей сегодняшней дискуссии, поэтому я сразу хочу предупредить, ваши ответы я не хочу ограничивать там регламентом каким-то, но единственное, вы сами должны помнить о том, что внимание зрителей, оно очень дорогое, да, и чтобы, скажем, оно вас ограничило, да, поэтому просьба вот так по сути, да, коротко, но желательно, чтобы так как-то вот охват такой был, потому что все-таки 13 кандидатов в президенты, среди них очень много людей компетентных, сами, может быть, если даже там среди них, конечно, мало юристов, но среди них очень много политиков, которые так или иначе, и бизнесменов, кстати, которые в силу этих причин так или иначе сами напрямую часто сталкивались с судами. Многие из них на себе чувствовали, вот может быть, ну, извиняюсь за экспрессивное слишком слово, там, с произволом каким-то, да, вот с этой слепотой Фемиды, да, особенно когда речь касается там рейдерства или там политического заказа. Вот. Но вместе с этим, вот, не знаю, знаете, вот лично я, это я, чтобы немножко полемического добавить, огонька в наше обсуждение, не вижу в них этого. То есть нет обеспокоенности. Если я не ошибаюсь, Рита, по-моему, тоже как раз об этом как-то это подчеркнула этого. Все больше ударяются в экономику, обещают все что угодно, что мы войдем в какие-то десятки стран, что у нас зарплата повысится вот ровно настолько, но как политики они же должны понимать, что все это как раз-таки заработает после того, когда у нас будут чистые, прозрачные, открытые суды. Вот. Но, тем не менее, не будем их тоже критиковать. В политике неизбежно очень высок процент популизма, потому что надо нравиться людям, надо говорить какие-то вещи, которые так легко и позитивно воспринимаются электоратом. Скажем, ну, простим им это, да, но у нас есть их публичные выступления, встречи с электоратом, с избирателями, а самое главное, есть уже документы, это их программы. Вот давайте помогите нам разобраться, вот что все-таки они говорят про судебную реформу, что ждать от потенциальных победителей президентских выборов, от потенциального будущего главы государства. Ну давайте начнем просто с фаворитов, да? Если вот взять программу Джейнбекова, небольшой абзац, который он отвел судебной реформе, это, наверное, 3 предложения, он говорит о том, что он ведет онлайн-трансляции для всех судебных заседаний.
В принципе, технически, наверное, это возможно, потому что даже вот такие, если у нас есть возможности запустить любые это, то если у кого есть желание, можно просто... И вообще было бы тогда классно, да, они бы где-то хранились бы, создавалась какая-то база данных, вообще было бы супер. Онлайн-трансляции всех, в принципе, почему бы, да. Говорит, обязательность опубликования всех судебных актов. На сегодняшний день есть портал Сот.КИ, там можно найти судебные акты, но они только по 3 категориям дела обязательны. И то, когда мы начинаем искать некоторые акты, некоторые судьи могут там что-то не вывесить, и мы говорим, где. То есть уже какая-то практика есть, а если скажут все, кроме закрытых, то вообще будет хорошо, потому что это дает возможность исследователям сравнивать разные решения, будет хорошо. И, ну и написал, мы обеспечим внедрение эффективного механизма дисциплинарной комиссии. Ну и если еще взять во внимание то, что он говорит, я продолжу путь, который начал нынешний президент, то вот та дисциплинарная комиссия, которую они сегодня затеяли, они считают, что это хорошо. 1/3 часть этой дисциплинарной комиссии формируется президентом, 1/3 часть это парламентом, и 1/3 будет самими судьями. Но существует международная конвенция, которая говорит, что меньше половины самих судей быть не должно. И когда Конституционная палата давала по этому поводу свое заключение, они сказали, в принципе, если закон будет вот таким, это возможно, но когда президент будет представлять своих 3 от себя, то из 3 хотя бы 1 должен быть судьей. Пусть он представляет, но судью. Да, нет, а потом парламент тоже, если представляет, то 1 судью. И только тогда 5 судей и 4 не судьи, они будут как бы... Все равно международные конвенции, это же практика очень такая достаточно длительная разных уже развитых стран. И мы должны тоже уже садиться на такой объезженный велосипед, чем нежели там пытаться придумывать свое. В принципе, недоработка. Если он президентом назначается, он ему отчитывается. Парламентом назначается, отчитывается парламенту судья. Да? То здесь тоже можно как посмотреть, что конвенция-то все равно норма-то не работает фактически. Да, вот получается вот этим законом или вот изменениями в Конституцию на референдуме мы, по большому счету, по отношению к независимости судебной системы, мы сделали такой очень сильный откат в сторону давления политиков на судебную систему. Они все спят и видят, как они будут это контролировать. Вот теперь можно плавно перейти к программе Бабанова. И вот как раз-таки, почему они спят и видят, и хотят давить на судей. Вот обязательное добровольное согласие на прослушку телефонных переговоров судей и их семей. Мы почему-то все время хотим вот такими какими-то инквизиционными методами, да, такими репрессивными методами сделать... Самый шикарный метод – это сделать обобщение судебной практики. И когда делается обобщение, там сразу видно, вот Уркоев, вот все говорят, что вот это вот синее, да, а он раз говорит, это розовое, да, там, и говорит, а почему ты это сказал? Закон-то вот так писан. То есть можно было бы через вот так, да, вот, что ваши решения будут опубликованы, ваши решения будут обсуждаться, обобщаться, и тогда уже судья, который не хочет, чтобы у него репутация была такого не очень хорошего судьи, он будет стараться выносить решение так, как предписано там в законе, и толковать его так же, чем нежели... Вот он продвинул, кстати, этот закон Бабанов, да, где есть прослушка судей и всех их родственников. Это вообще, это вот представьте, да, если твой родственник пошел в судьи, то ты обречен на то, что твои на законных основаниях твои все переговоры будут прослушиваться. Конечно, народ, который устал от сегодняшнего беспредела в судебной системе, они сказали, ура, как это хорошо. Но извините, ура хорошо для ГКНБшников, потому что где гарантия, что они в равной степени будут правильно относиться? Мы же видим, что зачастую, когда судьи очень сильно беспределят, они его также защищают и говорят, ну ладно, выговор дадим и все. То есть в этом аспекте потом все кандидаты должны проходить проверку на полиграфе. Ну, такие вот какие-то, да, вот кандидаты в судьи должны быть только с очным университетским образованием. Видимо, у нас очень много было, кто заочно это, да. Он должен сдать экзамены, но это и есть, их нужно обучать. Вот такие вот методы это предлагает Бабанов.
Если взять других, вот Бекназаров снова делает акцент на том, что вот судьи по уголовным делам обязательно нужно вводить институт суда присяжных. Он у нас по закону прописан, и прописан даже в Конституции. Но вот наши законодатели, политики, они так умудряются хорошую идею спустить на нет. Они сказали, сначала денег нету, потом начали придумывать закон об этом, чтобы их было не 9, а только 2. То есть к одному судье 2. Это такие же, вот как раньше, народные заседатели. Но, естественно, это не будет работать. То есть цель-то была не в этом. И на сегодняшний день, то есть у Бекназарова, вот он акцент сделан на судах присяжных. Сариев, по-моему, сделал на прозрачности акцент, что вот нужно, чтобы это все публиковалось. Масадыков сказал, что очень сильная перегруженность судей. И как раз-таки, вот, кстати, вот то, что вы говорили, из-за того, что госпошлина платилась после, очень многие люди, да, нет, но они шли судиться, потом проигрывали, и у нас было огромное количество людей, которые госпошлину не платили, и задолженность у них перед государством была. На сегодняшний день, на самом деле, прежде чем пойти в суд, нужно заплатить госпошлину. И это немножко как бы заставляет задуматься, но это тоже не есть самый лучший вариант заставить задуматься человека, стоит ли идти судиться или нет. В зарубежной практике у них в систему отправления правосудия в самом начале на 2 месяца отводятся медиации. И вот мы были в судах, да, где говорят, в каждом суде есть медиаторы. Но если человек не доверяет этому медиатору, судья приглашает авторитетных медиаторов из другого региона и говорит, помоги разрешить это дело. И 2 месяца, если за 2 месяца ни один медиатор не приходит к медиативному соглашению, только тогда. И есть страны, где 93% всех обращений заканчиваются медиацией, и только 7 уходят в суд. Представьте, как бы мы это... А у Масадыкова, да, он говорит, что у нас перегруженность судей, вот поэтому нужно их строить, увеличивать численность судей. То есть методика... Да, количественными, да. А нужно наоборот пойти, особенно по семейным делам. Суды же не разрушают вообще психику детей, людей, забирают у них здоровье, деньги. В то время как медиация – это такой шаг, да, когда ты немножко уступаешь, и вот это вот чувство ненависти к своему бывшему супругу или супруге, оно немножко начинает уходить вниз. Но если правильно поработает медиатор. Вот поэтому вот таких вот каких-то, посмотрев программу, нигде я не увидела слова, что нужно вывести судебную систему из-под зависимости аппарата президента. Вот этих слов вообще ни у кого нет. И от этого становится очень жалко, потому что все они прекрасно понимают вот эту проблему. Она концептуальная, но они начали вот такие вот поверхности. Их нужно прослушивать, их нужно опубликовывать, такой-то закон вводить. А они не сказали, что вот это мы уберем. ГКНБ не может заниматься расследованием должностных преступлений, они должны заниматься там только безопасностью, там, внешней разведкой, внутренней, терроризмом, там, экстремизмом и точка. Вот эту проблему никто здесь не озвучил. Это как раз говорит о том, что все кандидаты спят и видят себя прийти к власти и вот взяться за этот рычаг, чтобы управлять всеми и вся. Понятно. Дальше Радил. Результаты вашего мониторинга. А вы знаете, я согласен с Ритой. Вот. Я скажу, может быть, немножко по-другому подойду. Я к тому, что, когда я посмотрел программки, их можно сравнивать только с собой. Их нет смысла сравнивать, например, с теми тенденциями или проблемами, которые есть в судебной системе, потому что они не отвечают на вызовы, которые есть в судебной системе. Они не дают ответов, не дают решений, как решить проблемы, которые сегодня есть. Да? Там есть вот такие вот, скажем так, попытка примочку какую-то сделать больному, да, но это не решает, не улучшает состояние больного, да, и не лечит, а может быть, наоборот, калечит, ухудшит состояние. Да? Вот. Поэтому, 26 лет, да, ровно это же и происходит. Да, и поэтому можно сравнить только их между собой. Да? Вот. Если говорить, я бы начал с аутсайдеров. Большинство вообще не понимает, что такое судебная система, как ее реформировать. А вторая группа – это люди, которые думают, вот космос поможет, да? Реформировать судебную систему, и все заживем справедливо. Да, вот об этом я и говорю, да, что не прописано. Конечно, наиболее прописано где-то
ну, человек 5-6, да, 5-6 человек. Но я все-таки на первое место поставил бы Сариева с Бабановым. Так как, вот, да, мы можем их критиковать, да, у них несовершенные предложения, но они хоть постарались что-то сделать, да, какие-то шаги написать, их видение, как улучшить ситуацию в судебной системе. Понимаем, что они даже не половинчатые, да, они не решат эту систему, не решат проблемы, имеющие в системе. Да. Здесь нужен более такой комплексный, системный подход, а этого, к сожалению, нету. Даже то, что, например, Дьянбеков говорит, что продолжит, ну, извините, это не его программа. Это программа судебной системы. Система оформлена, во-первых, является государственной программой, разработки которой принимали Министерство, ведомства, судебный департамент, судьи, эксперты, представители академических трудов, юридических кругов научных, да, и так далее. Вот. Это большая программа, над которой надо работать. И работа в этом направлении идет, и она не зависит от воли президента в том числе. Да? Вот. То есть она есть, нарабатывается и в этом направлении идет. Поэтому я, например, хотел бы услышать ответы на вопросы, вот, что делать, например, с недобросовестными следователями, да? С недобросовестным гособвинением, с недобросовестным судьей. Да? Вот. Это те люди, которые в конце концов, получается, выносят незаконные решения, незаконно возбуждается уголовное дело. О судебной иллюстрации, да, уже... Ну, иллюстрация можно было, да, но, видите, вот даже судебный корпус обновился, там есть хорошие люди тоже, но, опять же, качественного скачка же не произошло, да. Вот. В принципе, вот там у кандидатов было, у одного из кандидатов, да, о том, что судьи, прежде чем назначать на должность, надо обязательно учить. Ну, у нас есть сейчас Высшая школа правосудия, бывший учебный центр судей, да, при судебном департаменте. Вот. Но там опять-таки учебная программа, она построена по принципу тренингов, да, она все-таки не помогает человеку быть лучше. А вот со временем, может быть, через 2-3 года на своей собственной практике, да, и поэтому у нас есть, например, то, что судебные решения штампуются одинаково все. Да? Вот. Ну, человек так привык. Вот. У нас нет, например, смелых, действительно хороших решений, которые приняты в духе закона. Да? Вот. Иногда бывает, люди просто не видят судебную практику и больше полагаются на мнение, например, правоохранительных органов, да? Или следствия, кто возбудил, или на мнение гособвинителя и так далее. Да? То есть не оперируют нормами закона. Плюс мне, например, хотелось бы увидеть в программах, что делать с законодательством. Да? Потому что судебное законодательство, все, что у нас есть, это мы видим то, что те проблемные зоны возникают. Это наша внутренняя политика, это наши общественные отношения друг с другом. Да? Вот. Поэтому нам нужны четкие, хорошие законы, недвусмысленные. То, что мы имеем, это то, что законодательство плавает. Да? В кодексах, ну хорошо, вот сейчас в новых кодексах их немножко убрали, но в старых, до сих пор работающих кодексах остаются, да, когда одна статья противоречит другой. Да? И, соответственно, судья он сам решает, какую норму принять, какую статью применить. Да? Вот. И никто не может это проконтролировать, никто не может ничего сказать. Да? Например, пропадает самый заключительный этап правосудия – это исполнение судебных решений. Вот. Вообще ни у кого нету кандидатов, да? А тем не менее, если судебное решение не исполняется, то о какой справедливости мы говорим? О каком правосудии говорим? Да? Вот. Сколько примеров, например, люди судятся там, по автобазам, там, туда-сюда, имущество, которое находится под арестом, продается. Истец, который как бы выиграл все инстанции, не может получить назад свое имущество, да? Годами. И это наша реальность. И это опять-таки уже вопрос не к судьям, которые применяют, а к законодателям, которые формируют такие законы. Правоприменительная практика тоже. Соответственно, правоприменительная практика и исполнение судебных решений. Почему это не исполняется? Да? Вот. И вот поэтому, если мы констатировать, можем вот так сказать, относительно программ друг друга у нас есть 5 кандидатов, которые хоть что-то написали, да, о судебной реформе, и только 2 из них написали шаги, да, как они могли бы изменить. Понятно, что есть популистские вещи и так далее. Да, вот, и в этой связи мне бы хотелось все-таки сказать, что
Реформа нужна, безусловно нужна, но не такими методами, подходами, которые у нас практикуются и Это прописаны. вот как раз будет содержанием третьего моего Можно вопроса. один вот Да, просто да. дополнить? Хорошо, что вы об этом сказали. На самом деле судебное вот, отправление правосудия или справедливости это не только в руках у судей. Там и прокуратура, и все прочие, в том числе и Жогорку Кеңеш. Потому что нужно все время акцентировать. Вот даже сегодня у многих кандидатов непонятно, они хотят президентскую или парламентскую, и говорят, там, пусть народ решит. Это все лукавство. Нужно четко говорить, вот я вижу, что это президентская. Это вот более честнее, чем говорить, пусть народ решит. Потому что вы все прекрасно знаете, что любой референдум, он под заточку президента и пойдет. И вот тут было бы для меня очень выгодно, да, я бы, может быть, за него начала бы агитировать, если бы он сказал бы, вот мы будем укреплять парламентаризм, и для судебной реформы на самом деле нужно сделать так, чтобы когда вносятся изменения в законодательство, нужно сначала, чтобы они выдали концепцию этих изменений. Что они видят? Потому что когда они начинают точечно менять, вот, например, в уголовном законодательстве, одновременно в одном комитете идет, одну статью меняют, этот же уголовный кодекс в другом комитете меняют. И они параллельно с разницей в 2 недели выходят 2 разные поправки. И получается, вот как в письме, вот в мультфильме «Простоквашино», да, каждый там свою черточку ставит, и нету. А если бы это была бы концепция, да, что вот мы вот этим изменением меняем вот это, тогда людям было бы легче читать. А то они там буковки, запятые переставляют. В конечном итоге очень это сильно влияет на всю структуру законодательства. И судьи, когда начинают применять, один делает ссылку на один норму закона, второй на вторую. И получается вроде идентичные дела, но результат вынесенного решения, он получается другой. Вот поэтому вот они могли бы в совокупности это связать. И хорошо, что вот вы сказали про исполнение. На самом деле про это вообще ничего не сказано. На сегодняшний день решения судов обнулились благодаря тому, что многие, даже хорошо такие вот справедливо принятые решения, они просто не исполняются. Ну, я думаю, для вас это вот не открытие, да, это не должно быть секретом для профессиональных юристов, или Жиродил, я извиняюсь, вот не знаю, даже, ну, вы юрист, есть, нет у вас... У меня красный диплом. А вот, видите, вот прям вот, как я в точку попал, да, потому что вы у меня все время ассоциировались, там, эксперт по госуправлению, да, вы вот по такой счастливой для меня случайности еще оказались обладателем красного диплома, да, именно по юриспруденции. Значит, вы это... Юридическая практика Жогорку Кеңеш. Да, вот. Значит, уважаемые зрители, вы теперь понимаете, да, все, что говорят наши уважаемые эксперты, это не просто так. И вот в этой связи я просто хотел сказать, да, вот та тема, которую вы хорошо знаете. Вы, как специалисты, понимаете, что юриспруденция, право, да, суды, это целые такие манбланы, да, вот, нормативов, да, актов, там столько вот всякой литературы. Это целая такая организационно-техническая, прям большая машина. Но вы в общении с людьми всегда знаете, да, людям всегда хочется простоты. Ясных каких-то слов, да, вот простых, да, им некогда вникать, да, у многих это и не получится. Даже у людей там с высшим, да, но в другом профиле образованием. Вот поделитесь, пожалуйста, вот своим, как бы таким, ну, идеальным, да, представлением, что же все-таки мы должны делать судебные реформы. Основные какие-то вехи, основные какие-то моменты пиковые, да, вот, например, я знаю, в обществе давно вот идет дискуссия, пусть даже они это как бы по-дилетантски рассуждают, да, но многие говорят, что вот, смотрите, в других странах судьи выбирают там пожизненно, да, вот поэтому они никого не боятся. Многие обращают внимание на материальное обеспечение судей, да, зарплаты. Есть очень интересная тема — выборность судей. Народом, говорят, некоторые нужно выбирать. По-разному, да, но главное, что все говорят, что если народ будет выбирать или кто-то будет выбирать, тогда он не будет зависеть от президента. Президент просто не сможет его снять, а поскольку он не сможет его снять и не может дождаться срока окончания его полномочий, значит, судьи потихоньку начнут становиться независимыми. Да? Вот в плане вот таких вот внешних факторов, да, но тоже важных. Вот в этом плане, вот,
хотелось бы от вас услышать, вот, вооружить людей знаниями, да, об элементарных, основных каких-то направлениях судебной реформы в ее таком нужном, идеальном виде. Ну, начнем, Рита, опять с вас, опять я вам предоставляю первое право ответа, потому что вы у нас еще и экс-кандидат в президенты, у вас была своя программа, да? Значит, вам об этом судить, наверное, лучше остальных. Да. 30 тысяч подписей собрал. Да. На самом деле, вот как раз-таки 3 основных направления и были у меня. Это вот судебка, децентрализация, это местное самоуправление, и там вопросы, может быть, которые обычный народ так в меньшей степени понимает, потому что мне потом эксперты сказали: Рита, говорит, если ты придешь к народу с вопросом деполитизации, то люди просто не поймут. Нужно им про кредиты, про вещи такие говорить. А то, что мы сейчас хотим вот сказать очень легко, вот, например, то, что Бабанов написал, да, вот буду делать прослушку. Знаешь, это как хорошо воспринимается народом. Он именно пишет то, что хотят люди услышать. А люди не понимают, что прослушивая, угнетая судей, приравнивая их к плинтусу, мы не можем. Вот такой, знаете, угнетенный человек, он не может отправлять правосудие и вершить, да, их нужно поднимать, да, и каким образом? Вот на сегодняшний день есть, наверное, остановлюсь на 3 ключевых моментах, которые сегодня поможет. Первое, в никоем случае нельзя отдавать органам ГКНБ право расследовать должностные преступления. Почему? Потому что это закрытый орган. Они никогда даже бюджет ГКНБ не расшифровывается, является тайной за 7 замками. Отправляешь им запрос, они все время пишут «тайна следствия». То есть это самый закрытый орган, и должностных преступлений слишком много, и объять необъятно все следственные мероприятия, терроризм, экстремизм, внешняя, внутренняя разведка – это слишком много для одного органа. Вот поэтому это нужно просто убирать. Может быть, через создание специального какого-то следственного комитета. Но через ГКНБ, пока мы вот продолжим, это будет продолжаться, потому что возбудить уголовное дело на любого судью вот ничего не стоит. Вот просто можно из воздуха взять любое дело и сказать: вот тут ты там что-то неправильно применил, вот тебе отвечай за это. Вот поэтому это как бы в части независимости. Второе. Отбор и увольнение судей. На самом деле должен начать работать пленум суда по обобщению. И что мне отрадно, вот я когда иногда читаю некоторые обобщения, они мне очень сильно нравятся. Предположим, вот возьмем обобщение их по защите чести и достоинства и репутации. Шикарное обобщение. Если бы сегодня наши судьи, да и закон есть такой, что обобщение пленума должно являться обязательным для судей. Верховного суда имеете? Да, пленум Верховного суда, он должен сегодня быть как бы обязательным. И вот у них уже есть обобщение, которое они ранее делали. Если бы они бы следовали этому обобщению, сегодня вот этих вот исков против ЗАНОЗа, против наших журналистов и СМИ и медиа не было бы. Буквально вчера Вынесли решение по поводу 24 KG, да, еще 5 миллионов должен заплатить, да. Миллионов должен заплатить. Вот этих судебных исков не было бы, потому что в этом обобщении пишется уникальная вещь. Там просто записано, что высокопоставленные чиновники должны быть терпимы к критике, потому что они уже вышли из плоскости в общественную плоскость, и про них должны писать все, что они... Идеально они должны даже обеспечивать вот эту открытость. Вот поэтому это во-первых. Во-вторых, вот мой иск, когда из ДПК на меня и на 24 КИДЖи подали, Партия, она для того и создается, чтобы их обсуждали, промывали им косточки. А там в этом обобщении вообще пишется, что деловая репутация субъектами могут выступать субъекты экономического оборота. То есть сторона, которая говорит, на мою репутацию посягнули, должны объяснить, что вот с тех пор, как эта информация вышла, мои обороты пошли на снижение. Как можно доказать, пошло ли вниз репутация с ДПК? Они вон в Харасу 65% набрали. У них, наоборот, как бы пошел вверх, да, я не знаю, по каким причинам. То есть, да, получается, что вот
мы даже вообще не должны являться, то есть судья должен был сразу сказать, вот есть обобщение, и вообще это очень плохой как бы это прецедент, потому что в дальнейшем все партии начнут по поводу вот этих всяких пререканий. Хорошо, прецедент, ладно. А суммы, вот откуда Да, они берутся? да, потому что они должны исчисляться из ну, того, сколько они потеряли, из того, что какие они там моральные страдания понесли, ну, в таком плане. Одним словом, это был бы это абсурд, и вот тот пленум обобщения, которое есть, если бы оно распространялось бы, уже сегодня бы мы не видели бы вот этих судебных исков. Их бы сразу просто отправляли назад, сказали бы, у нас есть обобщение, до свидания. Это вот второй ключевой момент. И третий ключевой момент, наверное, финансирование. В указе президента вот был большой круглый стол, было сделано огромное исследование, и выявлено, что вот взяли все страны, да, которые более-менее могут похвастаться, там большие страны, и получилось так, что максимально кто закладывает на судебную реформу, это вот страны Европы, 3,8%. Вот из 100 сомов, 3 сома 80 инов это на судебную ветвь власти. Из бюджета. Да, из бюджета. Это максимум, и минимум там 0,8, тоже в каких-то там странах. Абсолютное большинство, свыше 70% стран, используют ставку 2%. То есть из 100 сомов 2 сома должны уходить на справедливость. И это нормально. У нас в стране в 2014 году было 0,39, даже не 0,5. Потом, после того, как Нурбек Тактакунов... 5 раз меньше самого Да, низкого да, минимума. да. И после того, как Нурбек Тактакунов подал в суд, выиграл, Минфин признал свои ошибки, бюджет пошел вверх, сегодня 1%. Достигли 1%. Но если бы мы это заложили бы в бюджетном кодексе и сказали бы 2%, и пусть судебный корпус, то за эти 2% они могли бы поощрять судей, устанавливать видеонаблюдение, делать вот эти видеопротоколы, подшивать их к делам. Все. Дальше уже бы сегодня бы вот эти граждане начинали бы чувствовать, что вот опубликовано, вот здесь видно, второе, третье. У нас же наоборот. В судебных заседаниях, по-моему, это было с Текибаевым, да, вообще сказали, даже вот эти камеры убрать, да, вот там, где снимали, да, не то, что там журналистов, все убрали, и там даже аудио делать нельзя, то есть это абсурд чистой воды. И тогда уже бы мы сегодня бы видели бы, как, ну и каждый раз бы писали бы про них, если бы они делали бы неправильные вещи. И я думаю, что исправление уже началось бы. Все, вот это концептуальные вещи. А дальше, конечно, по мелочам все приходило бы в соответствие. На сегодняшний день вот мы хромаем вот в этих вещах. И главное, что интересно, делает абсурдные вещи. Предположим, заработную плату сегодня оставляют, ну там 25-40 сейчас, но при этом обещают большую пенсию из бюджета. Я говорю, зачем делать на бюджет? Очень большие расходы идут на пенсию этих судей, потому что у них на самом деле большие пенсии. Я говорю, сделайте им большую зарплату сейчас, пусть они со своей зарплаты 10% отчисляют в пенсионный фонд, и из своих же отчислений потом будут получать высокую пенсию, чем делать наоборот. То есть наша страна, многие люди просто до пенсии не доживают. И тогда вот это было бы нормально. А то получается, сегодня вот у них маленькая зарплата, они их держат на таком вот жестких поводке, а вот если ты вот при старости, вот у тебя будет то-то. А у многих увольняют, и у них не будет статуса экс-судьи, тогда у них не будет. То есть все вот эти вот условия подведены к тому, чтобы судьи все время заглядывали исполнительной ветви власти, потому что зарплата там, законодательной ветви власти, чтобы они там их законы не тронули, президентской ветви власти, чтобы они там, чтобы их не уволили, чего-то, и выполняли бы эти политические заказы. А нужно вот таким образом. И знаете, вот ничего не надо выдумывать нового. Вот все инструменты уже придуманы, но почему-то мы все время искажаем. Даже в отборе придумали независимый отборочный орган, но в конечном итоге все равно последнюю точку ставит президент. Президент 40% людей, которые отбирают, он отправляет обратно, только сказав, что у них недостаточно этих волевых качеств. И непонятно, как он измеряет волевые качества кандидата.
И это уже говорит о том, что та же практика, которая была и в акаевские времена, когда люди, ну, просто президент сам отбирал, ты будешь или ты не будешь, оно сегодня присутствует. Только это вот в такой завуалированной форме. Говорят, отбирает совет по отбору судей. А фактически он не отбирает, он только ранжирует, а последнюю точку все равно ставит президент. Вот поэтому очень часто мы как бы пишем хорошие законы, какие-то нормы придумываем, но в конечном итоге приходим к тому, с чего и начинали, от чего хотели уйти. Вот. Наш родил, у нас заключительные 10 минут. Ну, я постараюсь быстренько уложиться, так как Рита уже успела описать большинство проблем и, в принципе, видение идеального суда. Безусловно, да, в принципе, та система местных судов и апелляционных судов, которые у нас существуют, в принципе, она соответствует нашему административно-территориальному делению. С этой точки зрения проблем нету. Те предложения, которые поступают от наших уважаемых зрителей, от наших соотечественников, граждан Кыргызстана, вот, это хорошие, действительно хорошие предложения. Также, в принципе, вот кандидаты в президенты, кто дал, там тоже есть хорошие, здоровые предложения. Но это, знаете, как вот в саду вылечить одно дерево и ухаживать только за одним деревом, да, и думать, что весь сад будет такой же. И вот такие предложения, вот они и есть направлены на то, чтобы весь вот этот судебный сад, да, лишить только вот путем того, что одно, два, там, три дерева будут реанимированы, цвести хорошо, в надежде, что весь сад будет такой же прекрасный. Да? Вот. И здесь, если мы говорим о судебной системе, там должно все работать. Да? Есть сама система правосудия, есть этапы и так далее. И мне кажется, большинство, весь судейский беспредел, о котором говорил президент Атамбаев 2 года назад, он начинает из совершенства законов. Вот. Что бы там ни писали, какие потом подзаконные акты начинают приниматься и так далее, как потом идет правоприменительная практика, да, она вот приводит к вот этим результатам, о которых пишут и жалуются наши сограждане. Да. Вот. И вот это и есть самая большая проблема. Судей, ладно, можно обучить, но зарплаты хорошо, маленькие, но по сравнению с тем, что есть, это достаточно высокие зарплаты. Да. Вот. Худо-бедно решается вопрос, связанный с ремонтом зданий, с переоборудованием зданий и так далее. Да? Вот, то есть это же идет от бедности государства, не от того, что им не хотят давать деньги. Да? Более того, скажу, что, например, тоже, те же самые 2%, в принципе, как реформа судебной системы, суды они сами получают. Правительство, Минфин, он выдает им эти деньги. Уже не расписывает, как раньше, по каким статьям их тратить. Да? Вот, то есть это есть, такие подвижки есть, видны, и, в принципе, но они не дают самого главного. До сих пор следователь, незаконно возбудивший уголовное дело, следователь, незаконно гособвинение, судья, который выносит такие решения, не подлежат ответственности. Да? И, соответственно, доверия нету. Смотрим, если законодательство, как оно применяется, видите, они же делают это так, в принципе, как в рамках закона. А иногда бывает, вот мы знаем, да, пытки бывают и так далее. Есть много случаев, когда, например, одни и то же, это возвращаясь к обобщениям, да, Пленума Верховного Суда. Вот. Если такая практика в законодательстве не существует или существуют ножницы, да, соответственно, надо применять обобщение, то есть прецеденты, которые были. У нас этого нет. И каждый судья, например, в меру своего понимания толкования, одну и ту же норму в разных судах, в разных частях города, страны, она применяется по-разному. Как так возможно? Да? Потом идут вот апелляции в Верховный суд, те заворачивают там, и так далее. И вот это вот та ситуация, когда мы вовлечены в этот бесконечный марафон. У нас были попытки сделать вот из суда Аксакалов как раз вот медиаторов, да? Провалилось. Да? Ну, надо откровенно сказать. Что-то могут решать, но в принципе, судя по загруженности судей, они не справляются как раз с этой функцией досудебного разбирательства, да, граждан. Ну, не справляются. Вот. И вот таких нюансов много. То есть у нас система как бы есть, но вопрос в том, как сделать так, чтобы она содержательно начала работать, так, как должно быть, да, в интересах, например, каждого гражданина, да, а не, например, судьи и так далее. Вот мне, например, до сих пор непонятно, почему видеокамеры, они же разрешены, те, которые идут съемку процесса, да, их выключили. Вот. А вопрос получается такой же, если нет никакого обоснования, то, как и адвокаты говорят, да, сделано для того, чтобы потом не было доказательной базы о том, что свидетели запутали в своих показаниях, да, и так далее. И вот если такие нюансы возникают, теряется доверие к судам и самое главное, государство. Только судья
Кыргызской Республики, когда оглашает решение, говорит именем Кыргызской Республики, от имени Кыргызской Республики. Все остальные могут говорить от имени народа, да, там президент, там депутаты и так далее. Вот. И вот когда он так говорит, все вот это недоверие, оно проецируется на всю систему государства. Спасибо. Можно пожелание? Да, конечно. Я бы хотела, чтобы вот такое обсуждение мы еще раз провели на кыргызском языке. Обязательно. Потому что вот Давайте. народ, он сегодня должен из чего-то выбирать. И когда мне пишут, они говорят, вот из чего выбирать кандидатов, как выбирать. И если мы это сделаем еще на кыргызском языке, народ смотрит, вот такие вот передачи, они на самом деле становятся популярными, потому что вот дебаты, они не дают вот такой раскладки, вопросы говорят совершенно о других вещах, да, об как мы образовании, уже да, о других. Три вечера. Да, вот поэтому, если в ближайшей перспективе такая же передача на кыргызском будет, я думаю, что это для такого просвещения народа это будет очень хорошее. Да. Рита, большое спасибо вам за предложение. Дорогие зрители, вот поэтому вот первая передача, на которой я с вами не прощаюсь, по традиции, на следующей неделе мы с вами обязательно увидимся. По предложению нашего уважаемого эксперта Риты Карасартовой мы обязательно проведем такую же тему на кыргызском языке. Заранее сделаем анонс, чтобы все заинтересованные были в курсе. А сегодняшнее наше обсуждение подошло к концу. Я надеюсь, оно было интересным, а самое главное полезным. Мы все должны понимать, что если мы хотим честные и справедливые суды, то такие суды можем сделать только мы, граждане, общество. Для этого, конечно, мало сидеть и просто смотреть, что скажут с экранов телевизора кандидаты в президенты. Вы сами, все мы вместе должны активно включаться в этот процесс. Вот погуглите, есть словосочетание «амикус курия», это «друзья правосудия». Посмотрите, поизучайте этот опыт и вот передовых развитых стран, что это значит. Объединяйтесь в какие-то гражданские ассоциации, изучайте эти вопросы, да, формулируйте свои требования в адрес политиков, депутатов, правительства. Обсуждайте это. Вот, понимаете, без вашего заинтересованного участия мы никогда не построим совершенную судебную систему. И вот как журналист я вам скажу, почаще вот обращайтесь к СМИ, спрашивайте у них, там как-то доносите до них, чтобы все наши СМИ активно развивали судебную журналистику, вот, журналистику в плане вот, доступа к правосудию. Это тоже очень важная вещь, без которой, ну, тоже, да, нам всем будет очень трудно. И вот, ну и еще самое главное, вот до Дня тишины у нас еще сколько там, несколько дней, да, там неделя, по-моему. Вот вы сегодня поняли, насколько важна вот вообще судебная реформа, поэтому за оставшуюся неделю при возможности прямо обращайтесь к кандидатам, спрашивайте, интересуйтесь, что его предвыборная программа содержит в части судебной реформы, его отношения, его предложения, его намерения. Понимаете, вот просто вот действительно вот требуйте, спрашивайте, интересуйтесь этим. Потому что если мы не будем создавать общественного спроса на это, вот судебная реформа всегда будет идти вот как-то вот, знаете, через пень-колода, как говорится. Это в лучшем случае, да, а в худшем случае она всегда будет формироваться вот под запросы действующей власти. А власть что? Власть приходит, уходит, народ остается, поэтому это нам в первую очередь нужно. Вот поэтому давайте до следующей недели. Тема «Судебная реформа в предвыборных программах кандидатов в президенты» на кыргызском языке. Пока.